канале Абхазского телевидения информационный выпуск Камшикшара. Здравствуйте. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выразил соболезнования армянскому народу в связи с трагическими событиями начала XX века. Сегодня мы чтим память тех, кто стал жертвами страшных преступлений начала 20-го столетия. Мировое сообщество должно помнить о совершенных деяниях, чтобы не допустить их повторения в своей истории, говорится в частности в соболезновании. Рауль Хаджимба особо отметил стойкость армянского народа, который возродился, сохранил свой язык, веру и традиции, и бок о бок с нами строит сильное независимое государство, участвует в политической и социальной, экономической жизни страны. Больше 100 лет назад, с весны 1915 по осень 1916 года в Османской империи происходили трагические события, связанные с физическим уничтожением христианского этнического армянского населения. На тот момент в Османской империи проживало около 1,5 миллиона армян. Во время трагедии погибли по меньшей мере 664 тысячи человек. Есть предположение, что количество погибших могло достичь 1 200 000 человек. В соответствии с договором между Абхазией и Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве, Министерство обороны Республики Абхазия совместно с частями и соединениями Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации проводят командно-штабные учения в рамках плана боевой подготовки объединенной группировки войск. По замыслу этапа учения мотопехотные подразделения условного противника совершали наступательные действия в условиях горно-лесистой местности полигона Цабал. Для обработки разносторонних учебно-боевых задач на учение подразделениям российской базы приданы авиация 4-й армии ВВС и ПВО и корабли Черноморского флота Российской Федерации. Всего в учении принимают участие около 3000 военнослужащих. Задействовано более 400 000 единиц военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град» и современные танки, вертолеты Ми-8 и малый противолодочный корабль. От Министерства обороны Абхазии в учениях принимают участие 2 отдельных мотострелковых батальона, артиллерийская и авиационная группы, отдельный отряд специального назначения, а также соединения резерва и подразделения министерств и ведомств, входящие в вооруженные силы Абхазии. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба провел совещание по вопросам борьбы с насекомым-вредителями. Во встрече приняли участие главы районов, представители Министерства сельского хозяйства, Государственного комитета по экологии и охране природы, Государственной инспекции по карантину растений. Методы борьбы с различными сельхозвредителями на территории нашей республики остаются одной из самых главных тем сегодня в Абхазии. Насекомые вредители уже не первый год наносят значительный урон сельскому хозяйству и экологии страны. Открывая совещание, премьер-министр республики Валерий Бганба отметил, что без применения эффективных мер в борьбе с вредителями и слаженной работы всех государственных структур и служб предотвратить появление и распространение паразитов на территории республики будет очень сложно. Если мы не будем продолжать эти работы и не будем продолжать их так, как требует наука, то мы просто потеряем наш самшит. Это и пальмовый долгоносик. К сожалению, мы рубим такие пальмы, которые росли по 50, по 60 лет. Американская белая бабочка опять пошла после некоторого перерыва. Мраморный клоп, заболевание фундука, которое не дало возможности что-то заработать 3 нашим восточным районам, наиболее пострадавшим от войны. И здесь опять они страдают. Во всех районах республики, как сообщил министр сельского хозяйства Амиран Какалия, были созданы специальные штабы, которые ведут необходимую работу, чтобы минимизировать численность насекомого вредителя. Механический сбор по-прежнему является самым эффективным методом борьбы с вредителем, так как в этом случае не применяется никаких опасных веществ, которые могли бы навредить экологии. Рабочие группы провели и проводят прием и утилизацию мраморного клопа в следующих районах. В Галском районе по состоянию на 23 апреля 2019 года 737,5 килограмм. Волчанский район 799,8 килограммов. Ачимчирский район 985, Гурлипский район 175. Всего по республике принято и утилизировано 2697,5 килограмм
мраморного клопа. По словам начальника службы защиты растений Минсельхоза Владимира Герия, распространению различных сельхозвредителей в республике способствуют и благоприятные для них климатические условия. В прошлом году количество собранного клопа было больше, чем в этом году, не потому что больше поработали, а потому что было почвы для этого больше. В этом году все-таки есть такое мнение, что популяция в какой-то степени сокращена. Но тем не менее собранные вот эти вот тонны клопа, миллионы единиц особей, они, конечно, дадут стресс, но при том, что плодовитость насекомых большого, очень значительно, мы будем иметь вспышку к июню, ко второй половине июня, к июлю. Мы будем, когда уже будет вторая генерация этого насекомого, а в условиях Абхазии, даже в отличие от Сочи, вот у нас расстояние небольшое, у нас стабильно 3-4 генерации в Абхазии, 2 генерации в Сочи. Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Щитанава рассказал о методах и результатах борьбы с пальмовым долгоносиком и пальмовой огневкой, отметив, что основная сложность борьбы с этим вредителем заключается в том, что его тяжело обнаружить. А после того, как он поселился внутри пальмы, уничтожить его практически невозможно. В прошлом году мы произвели обработку в городе Сухум 2 раза. И, естественно, мы выбрали по мониторингу, по визуальному осмотру пальм, подвергнутых уже вредителя, и выбрали улицу Леона, улицу Айтгара, улицу Иналыпа и парк на берегу, улица Кагонья. И мы провели, и, в общем-то, как сегодня уже можно сделать вывод, и специалисты тоже, наверное, скажут, что немножечко приостановлен это движение. Депутат парламента Астамур Тарба предложил создать условия для изучения различных видов вредителей, чтобы в случае их распространения на территории Абхазии можно было бы за короткие сроки ликвидировать сельхозвредителей. Вот нам всем известно, вот в соседних государствах какое количество этих вредителей обнаружено и какие виды. Вот, может, нам необходимо сегодня начать их изучать. У нас проблема в чем? После того, как обнаружили, здесь мы начинаем его изучать, у нас это занимает время, и оно может распространиться на большей территории, может локально, чтобы его уничтожить. Нам сегодня стоит научно подойти и изучить те же виды, которые зафиксированы в соседнем государстве, и подготовить план и метод борьбы с этими вредителями. По итогам совещания премьер-министр Валерий Бгамба поручил Министерству сельского хозяйства, главам администрации и другим ответственным структурам усилить профилактическую работу, а также предотвратить попадание в страну новых насекомых-вредителей, усилив контроль на границе работой государственной карантинной службы. Гугут Савардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Государственный комитет Республики Абхазия по экологии и охране природы на основании правил рыболовства и биологических данных о начале нерестового периода вводит запрет на добычу камбалы-калкан с 1 по 15 мая. Данное решение принято в целях охраны нерестового стада камбалы-калкан у берегов Абхазии. Помимо запрета на добычу, запрещается также производить установку ставных камбальных сетей, повсеместно вести специализированный промысел камбалы-калкан. Проблему утилизации твердых бытовых отходов в Абхазии обсудили на расширенном заседании Общественной палаты республики. В обсуждении приняли участие депутаты парламента, экологи и представители столичной администрации. В самом начале заседания члену Общественной палаты, ветерану Отечественной войны народа Абхазии Абисалому Кварче была вручена медаль за победу, которой он был награжден указом президента Рауля Хаджимба в честь 25-летия Дня Победы и независимости. Члены Общественной палаты и приглашенные гости обсудили проблемы в экологической сфере Абхазии. В частности, речь шла об утилизации твердых бытовых отходов в республике.
После того, как жители Маяка организовали акцию протеста и перекрыли доступ мусоровозочных машин к Сухумской свалке, этот вопрос снова оказался в центре внимания общественности. В данное время найден выход из сложившейся ситуации, и столичный мусор до строительства полигона твердых бытовых отходов в Гулырбском районе вывозится в Галский район. Однако члены общественной палаты считают, что строительство полигона – это краткосрочная мера, и для того, чтобы окончательно устранить проблему утилизации мусора, необходимо найти более рациональное и конструктивное решение. Предлагаем в кратчайшие сроки рассмотреть следующие предложения. Объявить о начале работы над национальным проектом по управлению отходами, придав данной проблеме общегосударственный статус. Получить объективную экспертную оценку возможностей мусорной свалки в Гальском районе. Разработать план мероприятий по рекультивации и длительному мониторингу закрытого полигона мусорная свалка в районе Маяка. И, возможно, других свалок, которые будут закрыты. Сформировать экспертную группу, задачи которой будут заключаться в следующем. Подготовка и мониторинг реализации национального проекта по управлению отходами с привлечением международных экспертов и представителей общественных организаций. Для выработки стратегии долгосрочного решения обратиться к опыту стран, успешно решивших проблему утилизации отходов. Рассмотреть альтернативные варианты решения вопроса об отходах, учитывая новейшие мировые технологические разработки, основанные на философии безотходного мусора и технологии Waste to Energy, к примеру, технология термического сжигания пиролиз. Параллельно приступить к разработке проекта закона об отходах, представить план работы экспертно-рабочей группы в открытом доступе. Начальник экспертного управления администрации президента Аслан Барцыц согласен с тем, что к проблеме утилизации бытовых отходов надо подходить глобально. В то же время Аслан Барцыц отметил, что строительство мусороперерабатывающего завода в нашей стране нерентабельно, и поэтому сложно найти инвестора. Что касается мусороперерабатывающих заводов, я сейчас не буду говорить, что я крупный специалист, но насколько я ознакомлен с этой проблемой, насколько я общался с людьми, которые готовы были заняться этим профессионально, скажем так, да. Как ни парадоксально, для того, чтобы сделать нормальный мусороперерабатывающий завод с нормальными коммерческими объемами, где бизнесмен будет заинтересован, естественно, в прибыли, объемов мусора не хватает. По мнению журналиста, члена общественной палаты Мананы Гургули, к решению проблемы утилизации мусора необходимо подходить комплексно. Помимо строительства полигонов и мусоросортировочных заводов, например, использовать мировую практику сортировки мусора населением. Только в том случае, когда каждый гражданин Абхазии будет более серьезно и ответственно относиться к загрязнению им окружающей среды, будут очевидны результаты. В этом вопросе также необходимо вводить жесткие штрафные санкции, считает она. Самое важное, самое главное – и воспитывать наше население. И начать хотя бы по селам, по городам по минимуму чистить, собирать в одном месте. Я понимаю, что не повезут там из какого-нибудь села Члоу, Мук, Джгярда, в Гал они не повезут свой мусор. Если мы не начнем наказывать людей, если мы не начнем предпринимателей на проспекте Мира наказывать за то, что они ежевечерне целлофановые пакеты выносят на проспект Мира, вместо того, чтобы за угол зайти и в мусорник выбросить, вечером иду с работы, а их собаки разгребли. У нас не сдвинется это с мертвой точки. Что касается концепции по системе обращения с бытовым мусором, разработанной закрытым акционерным обществом «Сервет», согласно которой планируется строительство полигона твердых бытовых отходов в Гулырбском районе, то участники встречи считают, что она должна быть в открытом доступе, чтобы общественность могла отслеживать каждый этап ее реализации. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. На третий день пути к благодарному огню абхазские паломники посетили монастырь святого Георгия Хазевита в Палестине и совершили омовение в освященной воде реки Иордан. Репортаж Мананы Кокускер. На третий день своего паломничества абхазские христиане посетили монастырь святого Георгия Хозевита. Место расположения монастыря не случайное. Только в таких труднодоступных для людей местах возможно уединение и тихая молитва. Сначала сюда пришли два брата, и затем образовался православный монастырь. В храме поклоняются нетленным мощам святителей. Именно здесь находится маленькая пещера, в которой подвязался Илья Пророк. У нас возникли ассоциации с Абхазией, ведь в селе Атхара над рекой Мчишта тоже высится наскальный монастырь, где в X веке молились абхазские монахи.
Монастырь хазивитов потрясает своим величием и монументальностью. Здесь так хочется молиться и славить Бога. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. В этот же день на реке Иордан проходил чин освящения воды. Его проводило греческое духовенство. Когда Дух Святой сходит на реку, христиане с верой окунаются в надежде получить исцеление души и тела. Такой желтый цвет у реки из-за илистых берегов. И здесь христиане получают благодать, к которой так стремятся. Мы считаем, что это имеет омывание грехов, то есть ту благодать, которую мы получили при крещении, порой мы ее уже растеряем, находясь в таком возрасте. Но здесь нам дается второй шанс. Мы погружаем, по вере вашей да будет вам. Возможно, это не так, но по вере вашей да будет так. Мы стараемся наши грехи оставить здесь и начать нашу жизнь снова. Я первый раз здесь, и я думаю, что мое сердце очень хочет и желает приехать еще раз сюда. Я не знаю, как это передать. Какой смысл имеет окунание? Как здесь же Христос Иисус Христос, и эта река священа, навсегда священа, это не имеет никакого определенного времени. Для меня это лично, мне очень-очень трудно заходить в холодную воду. В Иудейской пустыне находится еще один монастырь. Монастырь святого Герасима. Смиренный и кроткий святитель собрал вокруг себя монашество. На иконах он изображается вместе со львом, так как зверь был приручен святым Герасимом. День увенчался восхождением на гору искушений. Согласно Евангелию, 40 дней постился и молился в пустыне Иисус. Здесь его искушал лукавый, предлагая ему власть и все богатства мира. На вершине горы стоит храм, на крыше которого под стеклом находится место искушений. Здесь паломническая группа просит Бога избавить от искушений себя и свою страну. Манана Кокускир, Эльдар Дамиров, Иерусалим, Абхазия. В столице России состоялся отчетный концерт московского абхазского ансамбля «Амцепс» под руководством балетмейстера Лаши Марухба. Зрители увидели сразу несколько примерных номеров, которые ансамбль подготовил специально к этому концерту. Репортаж Ноны Кокускир из Москвы. Последние полчаса до начала концерта – это самое волнительное время. За кулисами суета. Вот в одном углу терпеливо одевает своих подопечных руководитель ансамбля Лаша Марухба. Рауль Басария, сам в прошлом танцор, преклонив колено, помогает внуку разобраться в тонкостях национального костюма. Преемственность и сохранение традиции – вот что самое главное, говорит он. Уже принарядились и с волнением ждут выхода на сцену участницы старшей группы. Волнуешься перед концертом? Немного. Это же не первый твой концерт? Нет. Давно танцуешь в ансамбле? 4 года. 4 года. Тебе нравится? Очень. Первый же номер «Абхазский перепляс» не оставил сомнений в том, что впереди зрителей ждут 2 часа настоящего праздника танца. К своему отчетному концерту ансамбль подготовил несколько примерных номеров. Это девичий лирический танец, чеченские и армянские народные танцы. Бурными аплодисментами зрители принимали и уже полюбившиеся номера, такие как дагестанский, который, по признанию самих танцоров, самые любимые. И это трудно не заметить. На сцену, когда выходишь, вообще не страшно. Какой любишь самый? Какой самый любимый танец? Дагестанский. Ансамбль «Амцепс» сегодня – это около 100 участников от 4 до 14 лет разной национальности. За 7 лет своего существования коллектив успел не только завоевать симпатии зрителей, но и стать лауреатом множества конкурсов. Его художественный руководитель Лаша Марухба – выпускник ГИТИСа. Как и любой руководитель, Лаша считает, что всегда есть куда расти. Но в целом ансамбль с поставленной задачей справился, говорит он. А ведь многие артисты на большой сцене впервые.
Мы не останавливаемся на достигнутом. Потенциал огромный у детей. Надо работать, надо искать эти таланты, надо работать над ними. И мы считаем, что можем лучше. То есть сказать, что это предел, потолок, нет. Мы будем идти дальше. Концерт удался неплохо, но в дальнейшем будем еще лучше стараться, чтобы обрадовать наших зрителей, которых ежегодно все больше и больше. Сегодня без выступлений участников ансамбля «Амцебс» невозможно представить ни одно мероприятие московской абхазской диаспоры. А началось все в 2012 году, когда бизнесмен, глава московской абхазской диаспоры Беслан Агырба принял решение взять на себя финансирование этого проекта, что он и продолжает делать все эти годы. Беслан Агырба был в числе зрителей в этот день и не мог скрыть своих эмоций. Я всегда получаю такое удовольствие, заряд энергии колоссальный. А на самом деле Лаша Марухба просто молодец, просто чемпион. Он создал прекрасный ансамбль. Мне кажется, мы на высоте просто и лучше всех. И мне это доставляет колоссальное удовольствие. Только позитив. Мастерство юных танцоров в этот день не оставило равнодушным никого. Сидящие в зале мамы и бабушки тайком вытирали слезы радости и гордости. Не могла сдержать слез и народная артистка Абхазии Марина Шамба, ведь на сцене выступали сразу 3 ее внучки. У меня просто все укладывается в 3 слова. Это радость, это гордость, это продолжение жизни нашей Абхазии. Поддержали своих юных коллег участники народного танца «Калинка» и осетинский детский ансамбль. Вокальное мастерство продемонстрировала Виктория Лацушба. Музыкальный сюрприз подарили зрителям и музыканты оркестра. Отдельно стоит отметить костюмы участников ансамбля, которые были сшиты специально для дебюта. Концерт завершился финальным выходом на сцену всех участников ансамбля. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается небольшая облачность. Днем преимущественно ясная погода. Ночью, утром и вечером возможен туман. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем плюс 13-18. Температура морской воды плюс 12. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.